Фатима Гергебха, Аслан Гергипа, Апсна Атурых Чицач, Рабхадзакуна Хатпулахада, Белоруссия датайт. Ариахтыс Яра Югонатуама, Белоруссия Ганахала, Апсна Хепшум Расхацара. Табу. Атрыскуется за Рабхадза, Шудесна Арстахуб, профессионал Мшиха за Айгва, школа Шудесна Хавет, Ус Лапчабала, Узатагла Зашиса Мазамез, и всех счет Акчарафа, Айзхара, Амашалара. Ратахума ариза стара дуоча, ариза проблема дуоча, дааре хадок хаскуяна год, ай хабара, ай мадра анрабжо. Бзит заниждирует цепх цесны дахта андакан Лукашенко, Белоруссия президент, сара ус шейхет хаузубшуб, усесну ахтазар тахубка. Вы Белоруссия саха аз цавера корацуна, цурна гети бзит شوكوس رحيت واختاز حبام بخيت رحيت وسفاز عليد سراس اختاز تبس قام بخز قزراب خبخا سراس شخوت سوالا بري حيمد رح بجحتز احتخوب سراس بغود يعلوت عامتا بسنا خطا президент Беларуси я обходишь, а Минск. Убри алартазаха наймадра бжахцароб. Мы заинтересованы в том, чтобы в перспективе установить полноформатные отношения с Республикой Беларусь. В республике очень много интересного, полезного, можно перенять опыт во многих отраслях. Республика, на мой взгляд, прогрессирует, и поэтому поездка носила в том числе характер ознакомительный. Мы побывали в ряде предприятий. Вы очень хорошо знаете о том, что много международных сложных вопросов решалось в Минске. Минск стал некой площадкой для решения международных проблем. Вы знаете о том, что женевские дискуссии у нас, скажем так, в последнее время не проводятся. И, конечно же, Женеву мы уже не можем считать нейтральным местом. А Минск мог бы стать и является нейтральным местом, где могли бы проводить мы дискуссии по безопасности. Та Женевская площадка могла бы быть в Минске. Это тоже одно из направлений работы, которое нам необходимо продвигать. Взаимодействие в области экономики, развитие экономических связей. Кто бы что ни говорил, экономика во многом определяет политику. Были силы, которые не хотели, чтобы состоялась встреча президента Беларуси со мной. Были такие силы, поэтому он приветствовал меня, акцентировал свое внимание на, скажем так, острую реакцию со стороны Грузии. Контакты будут продолжены, они полезны, они принесут огромное количество, как я предполагаю, добрых дел в перспективе. Ну и вы в последнее время видите, насколько сблизились позиции между Белоруссией и Россией. Мы их союзники, мы союзники России, мы хотим быть союзниками для Белоруссии, и в этом ключе нам надо обязательно работать. Сергей Кварцхель, Абхазское телевидение. Параллельно с вашим визитом в Беларусь в социальных сетях распространилось мнение о том, что Абхазия, возможно, войдет в союзное государство. Как бы вы могли прокомментировать? Вы знаете, разговоры о том, что Абхазия войдет в союзное государство, на этом историческом этапе они пока преждевременные. Нет таких, скажем так, консультаций или целенаправленных переговоров, направленных на вступление в Союз. Я бы хотел отметить следующее. Союзное государство, как я это понимаю, это некая надстройка. В союзное государство могут вступить государства, сохраняя свой суверенитет и независимость. Такое союзное государство существует между Белоруссией и Россией. Приглашений официальных мы пока еще не получали, но я думаю, что в перспективе можно было бы рассматривать участие нашего государства в этом союзе. Но это в перспективе. Виталий Шаря, Эхо Абхазии. Ну, коль мы начали в Беларуси, у меня два вопроса. Вот в Абхазии высказывались тут такие мысли, что сперва надо так ставить вопрос о признании, и только потом о торгово-экономических отношениях и так далее. Ваше мнение на этот счет? И второй вопрос, конечно,
который тут взбудоражил этот момент абхазское общество. Все понятно, что такое дипломатия, что такое в гостях находиться. Мы знаем разные высказывания Александра Лукашенко. Ну, когда он сказал о том, что нам надо склеиваться в Тбилиси, Сухуми и так далее, ну, у многих возник вопрос, вот реакция абхазского президента, было ли какое-то побуждение все-таки в какой-то приемлемой форме ему возразить, или, может быть, это что-то было все же за кадром, чего мы не знаем. Я хотел бы вам напомнить, да, некоторые говорят о том, что экономические контакты не нужны, все нужно начинать с признания политического. Но мы с вами хорошо помним о том, что наш стратегический союзник Россия нас не признавала на протяжении 15 лет, и при этом у нас были экономические контакты очень серьезные. Я бы хотел напомнить нашим гражданам, телезрителям, позицию руководителя Белоруссии, когда Абхазии было объявлено эмбарго, экономическая блокада. Вы, наверное, помните о том, что президент Беларуси Лукашенко эту идею не поддержал. Это были его высказывания, то, что Абхазия независимое государство и будет проводить независимый курс, об этом он знает, и я об этом сказал и подтвердил. Вы же не видели всего того, о чем мы там говорили. Он говорил о том, что надо, конечно же, стараться сделать так, чтобы отношения были добрососедские, в том числе с Республикой Грузия. Это известно, что такие отношения, если будут, это хорошо, но на принципах признания независимого абхазского государства. По-другому этого быть не может. И он с этим согласен, и это не было предметом дискуссии или обсуждения, чтобы вы это знали. Мадам Гугуля, Экспресс. Вы говорили о том, что эффективное государственное управление, экономические процессы, которые происходят в Беларуси, они могут быть примером для Абхазии. Могли бы вы чуть-чуть раскрыть скобки, что вот, на ваш взгляд, действительно может быть активно использовано в Абхазии? Это первый вопрос. И второй, касающийся инвестиционных проектов белорусских, о которых тоже периодически говорят, которые могут быть воплощены здесь, в частности, в Восточной Абхазии. О чем идет речь? Вот как-то и у вас на совещании речь шла, о том, что крупный инвестиционный проект будет в Ачинчельском районе. Если можно, чуть подробнее. Да, пожалуйста, я готов на этот вопрос ответить. На что я обратил внимание? Во-первых, больше всего удивило то, что высокие технологии, парк высоких технологий в Беларуси был создан более 10 лет тому назад указом президента. Этот парк сегодня экспортирует IT-продукцию более чем на $2 миллиарда. И около 300 миллионов долларов этой продукции, их программной продукции приобретается Россией. Ну что такое парк высоких технологий? Это специалисты, айтишники, которые имеют, скажем так, комфортные условия для работы. Вот это можно перенять. Людям, скажем так, данной профессии нужно, чтобы они имели доступ к интернету, чтобы логистически было удобно приехать, уехать. А с учетом нашего климата, я думаю, что Абхазия в этом смысле будет востребована. Это не вредное производство, это люди, интеллектуалы, которые работают и платят огромную сумму денег в бюджет республики и экспортируют высокотехнологичную продукцию. Этот опыт нам можно и нужно перенять, и мы обязательно этим будем заниматься. Примерно то же самое было в Татарстане. Я по итогам поездки в Татарстан вам рассказывал. И специалисты Татарстана, и белорусские специалисты говорят о том, что на рынке, там, на нашем большом российском, белорусском, абхазском, востребовано еще до 1 миллиона такого рода специалистов. И они ищут места, удобные для своей работы. Таким местом может быть Абхазия. Это меня приятно удивило. Приятно удивило то, что промышленные предприятия, флагманы, такие как тракторный завод белорусский, он очень динамично развивается. Всеми нами знакомый завод «Горизонт» телевизоры. Вот нам продемонстрировали новые образцы телевизоров, которые работают в режиме и телевизора, и в режиме обычного окна. Прозрачное стекло, отключаешь, это как стекло. Это может быть в метро, это может быть
в здании, включаешь этот телевизор, высокотехнологичные. Это специалисты, энерго не очень затратно. Вот этому можно было бы научиться. Очень высокого качества белорусская продукция сельского хозяйства. Вообще у них ставку, упор они делают на качество. При этом во многом подходы остались такие, как были в Советском Союзе. Высокая урожайность сельхозкультур. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы и опыт перенять, мы заинтересованы в том, чтобы у нас были совместные проекты. И один из таких проектов с участием капитала белорусского, с его участием, будет реализован в Абхазии, в селе Киндги. Это санаторно-курортный объект. Там будет там будет не менее 250 рабочих мест. Не менее 80% работающих на этом объекте будут граждане нашей Абхазии. Это развитие Восточной Абхазии, это налоговые существенные поступления и многое-многое другое. Мы создали торговый дом, торговый дом. В рамках этого торгового дома первые контракты подписаны на поставку нашей продукции, винной, вино на белорусский рынок. По инициативе товарищей есть такая возможность, мы, наверное, этим воспользуемся в качестве гостей, принять участие в Славянском базаре. Это тоже, на мой взгляд, очень интересно в плане пропагандирования нашей культуры, в плане пропагандирования абхазского флага. Вот такие вещи, на мой взгляд, важны, и мы ими занимаемся. Санаторно-курортный объект, скорее всего, он будет функционировать круглый год, скорее всего, там будут термальные источники, это высокий берег, там, это 7 обрыв, обрывистый берег, занимаются сейчас проектированием. Проектировать специалисты белорусские умеют, строить они умеют очень быстро и качественно. По тому, что было сказано руководством Белоруссии, в апреле будущего года, не позднее апреля будущего года, специалисты, строители выйдут на площадку. До этого будет подготовлен проект, он пройдет госэкспертизу. Конечно же, он будет согласован с нами. Мы даем все разрешительные документации. И в апреле будущего года у нас начнется там строительная работа. Красивого современного объекта, который будет приносить огромную пользу в виде налогов и так далее. Бургунба, Абхазское радио. Стервет от гор. Продолжая тему Беларуси, кроме контактов в экономической сфере, какие еще направления были обсуждены, какие договоренности были достигнуты по линии оборонных ведомств и спецслужб? Давайте так, скажем таким образом, были обозначены вопросы, которые в настоящее время находятся в работе. Никаких пока договоренностей в этом ключе нет. Мы примерно понимаем, с чем можем столкнуться. Вы, наверное, слышали о том, что мы уделяем особое внимание нашим вооруженным силам. В решении кое-каких вопросов могут быть использованы возможности Беларуси. Так, пока так. Могут быть. Еще не факт. Если можно, от Беларуси к визиту, вашему рабочему визиту в Москву. К сожалению, было много кривотолка в разных телеграм-каналах, социальных сетях. Как вы оцениваете вашу рабочую поездку последнюю и каковы ее ощутимые результаты? Знаете, ощутимые результаты они должны быть, они в известной степени уже есть. Хотя бы даже то, что осуществляется переток электроэнергии, и он будет осуществляться до конца текущего месяца. Это та помощь, которая оказывается Российской Федерацией Абхазии. Это несмотря на то, что сейчас, в настоящее время, нельзя говорить о том, что в России есть избыток электроэнергии, они поставляют на новые территории. Несмотря на это, они остаются верными своему союзническому долгу. И в рамках наших договоренностей мы получаем переток. Да, есть определенные ограничения, но если не было бы поддержки Российской Федерации в этом вопросе, ситуация была бы еще сложнее. Мы обсуждали эту проблему. Мы обсуждали, у нас находится в проработке
несколько документов. Они требуют определенного времени, согласования позиции. Это межправительственное соглашение об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и межправительственное соглашение об инвестиционном проекте по аэропорту имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Я надеюсь, рассчитываю на то, что в ближайшие дни, там, может быть, 1-2 недели, окончательная редакция данных соглашений будет завершена. И это очень важно. Вопрос возобновления воздушного сообщения, я надеюсь, вы разделяете мою точку зрения, он очень важен. Мы с такого рода проблемами ранее не сталкивались. У нас нет большого опыта в этом плане, поэтому нам приходится тратить много времени на то, чтобы соглашения были выверены, чем мы и занимались. Хотел бы вас, пользуясь случаем, проинформировать о том, что потенциальный инвестор проектно-изыскательские работы завершил. В соответствии с договоренностями проект в настоящее время по восстановлению воздушного сообщения находится в государственной экспертизе, и он должен пройти государственную экспертизу в течение апреля текущего года. Если мы в течение этих 2 месяцев, март-апрель, мы должны подписать эти межправительственные соглашения, что нам откроет дорогу для строительства аэропорта. В чем сложность, чтобы вы это знали? В последнее время в Российской Федерации существует такая практика. Вот, что касается восстановления аэропортов, государственно-частное партнерство. Это не только в Российской Федерации, такое партнерство во многих государствах, в соответствии с которым частный бизнес строит аэровокзальный комплекс, берет на себя вопросы, связанные с топливо-заправочным комплексом и так далее. Это частный бизнес вкладывает деньги вот в такие вещи. А государство строит полосу, рулежные дорожки, приобретает оборудование для организации воздушного движения, приобретает оборудование для управления воздушным движением, обеспечивает работу службы авиационной безопасности. Там соотношение затрат примерно 65/30, это в зависимости от того, какой аэровокзальный комплекс. В нашем случае соотношение 75/25, 75% для того, чтобы аэропорт заработал. По идее, должно было бы вложить государство. У нас этих денег нет, мы не можем эти деньги найти, у нас их нет, потому что речь идет о нескольких миллиардах рублей, там, сумма несколько миллиардов рублей. Денег нет, соответственно, мы ищем такого инвестора, который на себя эти все расходы возьмет и по аэровокзальному комплексу, и по полосе, и по рулежке, и по тем объектам, которые будут принадлежать государству. Это не так просто найти инвестора, который вложит деньги, и все это остается в собственности государства. Это, скажем так, в нашем случае, если нам удастся это сделать, я считаю, что это огромный прорыв, кто бы что ни говорил. Для того, чтобы убедиться в справедливости моих слов, можно в этой теме покопаться, погрузиться, и тогда все будет ясно. Такого прецедента еще не было. Мы его хотим создать, этот прецедент, чтобы инвестор все расходы взял на себя. Аслан Юрьевич, скажите, пожалуйста, а на какой стадии работы по газификации Абхазии? Значит, это этап 1 пройден, подготовлена схема газификации. Это этап. За этим этапом следующий этап – это разработка проектно-сметной документации. Мы должны в рамках, там 3 предложения в рамках этой схемы, как газифицировать Абхазию. Мы должны сделать выбор, по какому пути мы идем. Этот выбор связан с другими сопутствующими вопросами и проблемами. Газификация нам нужна по следующим соображениям. Вы знаете о том, что мы испытываем проблемы в энергетике. Нам нужен газ для генерации электроэнергии, это первое, и для того, чтобы потребитель пользовался этим в плане снабжения теплом, газом и так далее. Поэтому следующий этап – это проектно-сметная документация. И вот я думаю, что это будет не ранее второй половины этого полугодия, мы определимся, по какому пути будем идти. Опять-таки источника финансирования у нас нет.
нам придется просить российскую компанию «Газпром». У них есть такая практика, когда они это все делают. Или нам надо будет искать какие-то дешевые заемные средства, что в наших условиях очень сложно, что в наших условиях очень тяжело. Но мы такой вариант тоже не исключаем. Первый этап пройден, мы занимаемся выработкой подходов по второму этапу. Какой вариант, кто за чьи деньги, или это делает государственная компания, соответствующий тариф будет, или если мы сможем найти какие-то дешевые деньги, чтобы тариф был немножко другим, вот сейчас идет работа над такими подходами. Эта работа требует времени, потому что у нас тоже ни у кого нет, я это говорю ответственно, я не хотел бы говорить уверенно о тех вещах, в которых не разбираюсь, как это часто у нас бывает. У нас нет опыта строительства газопроводов и так далее. Мы вынуждены обращаться к нашим союзникам за компетенциями, за советами и самим тоже учиться по ходу. Поэтому такая вот история. Но газификация нам нужна, и мы должны эту проблему решить. Она нам чрезвычайно нужна. Она снимет огромное количество проблем. Я хочу такую цифру провести. Она не абсолютно точная, но где-то, вот если мы в зимнее время потребляем до 9 миллионов киловатт-часов в сутки, с учетом того, что у нас злоупотребляют те, кто занимается майнингом, летом эта цифра меньше 5,5. Вот это все, разница зимой, это то, что у нас уходит на отапливание помещений. Вот, понимаете, да, какие большие объемы электроэнергии мы вынуждены тратить для того, чтобы отопить помещение. Эту проблему надо решать. Абхазские власти с этим никогда не сталкивались ранее, потому что такого рода проблемы глобальные в рамках Советского Союза решал центр. Сейчас мы это должны решать сами. Поэтому не так это все быстро, не так просто. Мы не хотим допускать ошибки, мы этим занимаемся. Где-то слышали вы то, что Амайнер продвижущий инстаграцию на Сизакуарнику, а криптопара Парабхаразена, Республика Штаб Ейчкау, Остров Шахсан. А Республика Штаб Ейчкау, Шова Фергий Федерал Зарабхаб. Ария проблема хара милиционершей СКБ рыбгенага не пахте. Азги тахзам, ацхрара, ацара, из Хаваи, из Бо, Агулаца, Тахцам нас и расцвою паваизмо, хба, бичба, саровяйгуа высала особенно проблема. Хуцерак змази то расчет по астет, перейду на русский язык, там, если в семье 5 аппаратов, примерно какое количество электроэнергии они потребляют. И по существующему тарифу, если посчитать, там получается колоссальная сумма. Так критика была вокруг того, что я там ошибся в цифрах. Критиковали то, что президент в цифрах ошибся, а не то, что это носит массовый характер. То, что один наживается, двое страдают, об этом говорят мало. Поэтому мы этой проблемой занимаемся. Решение проблем непростое. Некоторые наши расчеты не оправдались. В чем-то мы просчитались, и такое тоже есть. Но мы занимаемся этой проблемой, и мы ее будем решать. Выход, один из выходов, там, где мы смогли установить приборы учета потребления электроэнергии, ситуация резко поменялась. И специальный тариф может быть использован для этого, что мы хотим сделать. Все идет очень непросто, со скрипом, но идет. Проблема энергетики имеет накопительный характер. Серьезным образом в энергетику никто не вкладывался. Я не хочу кидать камень в чей-то огород, но этого не было, потому что не было возможностей и ряд других причин объективного характера, есть причины еще и субъективного характера. Энергетика – это отрасль экономики, в котором работают экономические законы. Продукция, которая выпускается ими, грубо так говоря, должна покупаться. Это продукт. Электроэнергия – это продукт. Так же, как сотовая связь, так же, как и топливо, вокруг которого было очень много разговоров и всевозможных слухов. Энергетика – это тоже продукт. Электричество, его надо покупать, за него надо платить. Конечно, мы хотели бы все это иметь по дешевой цене, но это есть экономические законы, экономические правила, они формируют цену и будут формировать. Я считаю, что
у нас в этом плане проблемы, которые имеют место быть, они могут быть решены за несколько лет. Это не за год, не за два, это этапами 5-10 лет. Но ситуацию за 3-4 года можно изменить к лучшему. Я понимаю, что тариф на электроэнергию, который вырос, он для многих, скажем так, высоким является. Наверное, так оно и есть. Но я хотел бы вас проинформировать, уважаемые мои сограждане, уважаемые журналисты, что в Южной Осетии, в республике нашей братской, в целом там люди живут не богаче нас, а беднее. Тариф уже 10 лет тому назад был установлен в 2 рубля 70 копеек. И они это платят, потому что цена такая. Здесь нормативные акты, которые приняты, они в открытом доступе. Мы работаем и будем данную проблему решать. Тяжело, медленно, но идем вперед. Главным по итогам вашей встречи с российским вице-премьером СМИ анонсировали, в частности, о том, что абхазская сторона обязалась принять новое законодательство по энергетике и улучшить показатели по оплате электроэнергии. Что имелось в виду? Ну, я не знаю, кто это выделил как главное. Мы там обсуждали вот эти вопросы, о которых я говорил, межправ соглашения об инвестдеятельности, межправ соглашения по аэропорту. Вопрос, связанный с перетоком. Да, у нас в плане гармонизации есть внесение изменений в законодательство об энергетике. Это прерогатива нашего парламента. Да, у нас есть дорожная карта, в соответствии с которой мы рассчитываем на то, что мы получим кредит дешевый на приобретение счетчиков. Но при этом мы должны поэтапно повышать тарифы. Мы никому, как это у нас принято говорить, ничего не должны, если мы ничего не собираемся делать. Но безвозмездной помощи, как она сегодня идет, такой всегда не будет. Мы должны сами выйти и вытащить энергетику в зону самоокупаемости. Поэтому шаг за шагом надо нам тариф повышать. Это и есть изменение некоторых нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность системы на этом этапе. Ничего страшного, позорного, опасного для страны не произойдет. То, что сейчас происходит, это опасно. Мы можем остаться без электроэнергии. Если мы не... Вокруг этого очень много слухов. Ну, слушайте, власть же у нас менялась, разные руководители, а ситуация в энергетике-то не менялась, она ухудшалась с каждым годом. Потому что есть объективные законы развития экономических систем, отраслей. Еще 11 или 12 лет тому назад, в 2012 году, была попытка повысить тариф на 20 копеек. И это здесь очень остро было воспринято. Но можно все загубить окончательно, бесповоротно, если идти по такому пути. Но мы по такому пути идти не собираемся. Будем информировать наших граждан о шагах, которые будут предприниматься. Об этом вы будете знать. Действительно болезненные темы. Очень много разговоров и каких-то опасений вокруг возможности получения инфраструктурного кредита на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии. Часто проводят параллель с экспортным кредитом, полученным на развитие, на восстановление железной дороги. Могли бы вот вы развеять как бы опасения? Да, конечно. Манана, ну вы человек опытный, на эту тему по железнодорожному кредиту говорят уже 10-11 лет. Я вам посоветую посмотреть такую справочку по деятельности Абхазской железной дороги. Вы увидите, что этот кредит был обоснован. Там, если в порядок поручения кредита, его использования были определенные нарушения, те, кто говорит на эту тему постоянно, у них была возможность в этом покопаться. Я не хочу в этой старой истории копаться и жить старым. А кредит на установку приборов учета потребления электроэнергии нам необходим. Нам нужен кредит не за 20% годовых, а за 2, за 3 долгосрочный, потому что там, где мы поставили приборы учета потребления электроэнергии, у нас собираемость совершенно другая. Она больше, чем 80%. Там, где нет прибора учета потребления электроэнергии, собираемость более 30, менее 40. Разницу чувствуете? Отрасль же надо сохранить, спасать. И там, где стоит прибор учета потребления электроэнергии, еще имеет место существенная экономия до 20%. Вот здесь сейчас у нас горят сколько там, 3 люстры. Давайте одну погасим, посмотрим, что нам тяжело будет здесь сидеть. Давайте один погасим.
Да. Давайте. Один. Не получается, видите? Значит, мы будем вынуждены ставить энергосберегающие лампочки и розеточку, которая включает 3 в раздельном режиме. Я уверяю, если мы одно выключим, мы сэкономим 33%, но при этом будем жить в приличном таком, да, уровне освещения. Так будет этот механизм работать. Другого механизма никто еще не придумал. Опасаться не надо, надо просить Господа Бога, чтобы мы этот кредит получили. Мы готовы расходование этих денег осуществить под контролем общественным, парламентским, всем тем, кто за это сильно переживает, но за это не несет никакой ответственности. Говорить на эту тему очень много, но ответственности не несут. Мы готовы эти деньги потратить под их контролем на приобретение и установку приборов. Вчера в ряде СМИ абхазских появилась такая информация, что парламент выступил против решения правительства по вот этим объектам на территории бывших санаториев МВО, ПВО. Ну, как-то не совсем там понятно, как выступил, это было заседание сессии или заседание парламентского комитета, просто парламент выступил. Вот на эту тему не могли бы вы... Нет, я не могу говорить на эту тему, потому что детали мне неизвестны. Я знаю только одно, здесь идут масштабные восстановительные работы, уже поступают деньги в бюджет, инвестор известен, абхазец, мы здесь будем иметь шикарные объекты, и я считаю, что это правильно. Задайте вопрос представителям парламента, что там за постановление было, чем оно мотивировано. Действие исполнительной власти в этом вопросе безупречно, и оно законно. И я говорил, это моя политика, я ее буду продолжать. Мы будем восстанавливать все объекты, мы будем подыскивать инвесторов, которые способны это сделать. Вы, наверное, видели круглый стол, который мы проводили, инвестор выступал. Это, или мы как-то по-другому думаем. 800 метров набережной, мост. В этом году уже будет 300 номеров категории 4+. В течение 2 лет этого года, 22-23, 1000 номеров. Это хорошо или плохо? Или там место сегодня, какое оно? 35 арендаторов было, у кого-то пилорама была, у кого-то пляж, у кого-то, я извиняюсь, туалетное помещение, у кого-то столовая, и государство ни копейку не получало. И места общего пользования никто за ними не смотрел. Вы заедете, посмотрите, пока еще не все убрали. Или посмотрите, что было в районе Эльбруса, сейчас разбирают здания. Как правильно? Оставить это здание? Там идет разбор здания, может оставить его? Гостиницу Тбилиси, да? Да. Это явление одной, скажем так, серии. Не хотят некоторые товарищи, видимо, или не понимают, чтобы такое развитие было. Наверное, так. Я так это думаю. У меня еще 2 вопроса. Вот один как раз вызван тем, что вы сейчас сказали. Это очень хорошо, что действительно новые объекты строятся в Сухуми, и вот то, что будет восстанавливаться бывшие военные санатории. Но вот есть одна проблема вот этого строительства высотных зданий в прибрежной зоне при отсутствии градостроительной всей этой документации. Вот как вы относитесь к строительству высотных зданий прямо вот по первой линии? Ну, что касается МВО, ПВО, там здания, которые стоят... Нет, там не только МВО, ПВО, да, там сейчас, есть здания, да, и которые понятно. будут восстановлены, да? Ну, скажите, пожалуйста, а вот эти здания строились, которые уже стоят, высотные здания МВО, ПВО и так далее, по каким нормам и когда? Эти нормы есть. Другое дело, что нет новых, может быть, правил. В рамках существующих норм, кстати, существующие нормы не так были плохи, как казалось. Проблема же не в том, что, как это я вижу, вот я недавно специально обратил внимание на новый Афон. Ехал в сторону Гагры, я попросил водителей снизить скорость. 5-этажные домики, которые стоят вдоль трассы. Перед каждым домом, там у меня родная сестра живет, была лужаечка, сейчас там ларьки. Были специальные нормы расстояния между домами. Между ними уже вставили гостиницы, такие узенькие, по 3, по 4 этажа. За ними поставили гостиницы. А что? Это нормально? Так надо делать или как? Существующие нормы позволяют нам работать. Ну да, мы хотим, чтобы были современные, новые.
Над градостроительным кодексом работа идет, Ченсух Эдуардович. Там эти вещи будут прописаны. Хочу я вам сказать такую вещь. Вот этот проект, который будет реализован в районе Эльбруса, на эскизном уровне уже готов. Вы получите колоссальное удовольствие от того, что вы увидите. Это все будет согласовываться с архитектурным советом города. У нас же есть архитектурный совет в каждом городе. Только я не понимаю, как архитектурный совет разрешил, там, видимо, временное строение между домами в Афоне, вот такую гостиницу. Ширина гостиницы 3 метра, высота 18. Так. Там, видимо, спят не так, а вот так вот. Это как в Голландии, видимо, налог. Наверное, да. Я вас настоятельно просил бы пройтись по нашему замечательному Афону. Или в районе площади все застроено этими ларьками. Это нормально? Разве это есть хорошо? А здесь будет все по-другому, очень цивилизованно. Будут соблюдены правила пространственного зонирования существующие. Инвесторы не будут вкладывать деньги абы как и куда попало. Все будет цивилизованно и красиво. Если можно еще один вопрос. Пожалуйста. Опять, я не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, как бы вокруг этого тоже идут разговоры о возможности создания нового Министерства энергетики и транспорта. Есть ли реально такие планы? Но дело в том, что эти отрасли, особенно энергетика, требуют повышенного внимания, неординарных подходов. Это факт. Такая попытка была там несколько лет тому назад. Я считаю, что по такому пути мы должны пойти. Все-таки я думаю, что мы пойдем по такому пути. Да, такое министерство будет создано. И я знаю мнение определенного количества мнений депутатов и товарищей. Мы будем создавать такое министерство. Мы хотели бы сконцентрировать усилия органов исполнительной власти и органов законодательной власти на проблемах энергетики, транспорта. Проблемы транспорта. Это разве нормально, что у нас в таком состоянии находятся железнодорожные вокзалы? Они же разрушаются у нас. Что-то надо делать, правильно? Автомобильная дорога наша переполнена. В течение с 2016 года по настоящее время, да, с 2016 года, с 16-17 года в 2,2 раза увеличилось количество автомобилей, которые зарегистрированы в Абхазии. Летом, вы, если обратили внимание, у нас уже пробки. Наш мост через Гумисту, он тяжело со всем этим справляется. Надо изыскивать средства, надо находить деньги, надо все это строить. Возможностей классических вот взять и выделить из бюджета у нас нет. Значит, надо искать механизмы привлечения денег на принципах государственно-частного партнерства или на других принципах. Но во многих странах есть и платные автодороги. Мы надеемся на то, что наша страна будет использовать возможности по транзиту. Какую-то часть транзита можно пустить и по платным дорогам, если инвестор построит. Надо думать, надо этим заниматься, надо идти в ногу со временем. Надо делать то, что делают государства, которые называются развитыми. Надо идти по этому пути. Во имя сохранения нашего этноса, нашего языка, культуры. Все это требует денег, все это требует правильных подходов. В основе экономика лежит, так я это понимаю. И мы должны ее развивать. Матильда, Спутник Абхазии. В 2025 году истекает срок ваших президентских полномочий. Можете сказать, что, по вашему мнению, вам главное, что вам удалось добиться за этот срок? Возможно, были какие-то разочарования? И какие главные цели замечательных ваших? Аснат, спасибо. Ну, дорогие мои, наиболее значимые дела, которые нам удалось сделать, я их перечислил. То, во что было вложено много сил, энергии, это противодействие эпидемии. Это ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, в которых пострадало 1337 человек. Мы на это дело выделили 180 миллионов рублей. На борьбу с пандемией почти под $1 миллиард рублей. Хотел бы отметить качественное улучшение работы Министерства по налогам и сборам, Государственного таможенного комитета.
в рамках их деятельности стало возможным расходовать такие деньги собственные на решение вот этих обозначенных выше проблем. Мы запустили жилищную программу, в рамках которой оказываем финансовую поддержку семьям определенной категории. Определенное количество граждан получили квартиры, помогли мы им. Но существенное, важное, на мой взгляд, дело, которое было сделано, повышение заработной платы органам внутренних дел и службы государственной безопасности на 75%. Правоохранители в течение 2 лет получили более 110 новых транспортных средств. Такого масштабного технического оснащения не было в новейшей истории Абхазии. Теперь, наверное, вы со мной согласитесь с тем, что повышение обороноспособности на этом историческом этапе – это очень важная история. Поэтому мы существенно увеличили бюджет Министерства обороны. Мы занимаемся реализацией конкретных мер по повышению мобилизационной готовности наших вооруженных сил и в целом вооруженных сил. Есть вещи, которые я могу говорить, есть вещи, о которых я говорить не могу. Кстати, кое-кого мы можем повести, показать в закрытом режиме, о чем идет речь. Далее. Для меня это очень было важно. Я из 7 учителей, из 7 педагогов. С поддержкой Российской Федерации мы за 1,5 года обеспечили бесплатно наши образовательные учреждения около 200 тысяч книг, учебных книг. По-моему, это хорошая история, мне так представляется. Далее. Безвозмездная материальная помощь нуждающимся гражданам, прямая адресная помощь. Такую помощь получили 7746 человек на сумму 628 миллионов рублей. У каждого была острая проблема. Значительная часть из них болели тяжелыми заболеваниями. Часть из них должны были оплатить обучение детей. Часть из них иную проблему имели. Это не предусмотрено бюджетом, это с разных резервный фонд президента и так далее. Подчеркиваю, хочу отметить, 7746 человек адресную помощь на сумму 628 миллионов рублей. И еще один вопрос, который для меня был очень важным, для меня он имел особое значение, сакральное значение. Это восстановление дома-музея Нестора Лакоба. В этом году, я надеюсь, мы эту работу завершим. Выдающегося государственного деятеля Абхазии. Дальше. Не буду перечислять дальше. Думаю, этого достаточно. Могу, но не буду. Какие планы? Планы простые. Работать. Это я перечислил то, что мы смогли сделать. Перечень того, что мы не успели сделать, тоже существенное. И мы должны этим заниматься. Я не думаю о том, что сегодня уже прошло 3 года, осталось 2 года. Я занят делом. И буду заниматься делом, отведенное мне время. Существует мнение, что Абхазия при всех своих экономических проблемах, с которыми она не всегда способна справиться самостоятельно, держит большую армию чиновников. По-вашему, в Абхазии вы довольны своей командой чиновников, армией чиновников, и насколько она эффективна, насколько она не... Значит, у нас идет определенная, оптимизация штатов. В этом смысле администрация президента тоже подверглась, как это правильно сказать, сокращению, да? На сколько единиц в прошлом году? Оптимизации, которая называется сокращением. А бывало так, что оптимизация приводила к увеличению штатов. Такое же тоже бывало, правильно? Потому как софинансирование, в том числе заработной платы основным категориям бюджетников, идет с Российской Федерации. Есть план штатного расписания, да, которые работают правила в России. Мы этих правил придерживаемся, в рамках этого сокращаем. Есть недовольные люди. Ну, знаете как, тут модно и просто говорить, разогнал чиновничий аппарат. Слушайте, куда трудоустроить людей? У нас уволить человека – это колоссальная проблема. Это маленькая война. И не всегда победоносная для органов власти. Это маленькое такое сражение. Но если я не хочу говорить имен, не хочу говорить фамилии, у нас
были люди, и есть пока еще люди, которые занимают должности по 30-35 лет. Ты еще не родилась, они уже были руководителями. Но потихонечку, шаг за шагом, тут и закон о государственной службе, которого нет. Его же нет, Джинсов Эдуардович, да? Он нам поможет, мы им занимаемся. Шаг за шагом. Я все-таки против революции, как-то эволюционным путем, медленно, но верно, но вперед, по правильному курсу. Вот в этом ключе то же самое. В школах проблемы, там, есть люди, которые занимают 4-5 штатов, да, пытаются занять, потом скандалы, но мы как бы эти вопросы пытаемся решить. Что касается качества работы управленческого аппарата, есть куда расти. Есть министерства и ведомства, коллективы, работой которых я очень доволен. Есть коллективы, работой которых я недоволен. И такое есть. Назвать можете? Нет, не могу назвать, потому что считаю это пока неэтично. По некоторым решениям вы это увидите. А те коллективы, которыми я доволен, я их вам назвал. Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, наши правоохранители. Я никогда это не говорил вслух, не хочу их баловать, но они работают. Слушайте, это адский труд. Они работают, есть определенные показатели. Есть неплохие показатели в Министерстве юстиции. И многие. Ну, есть объективные причины, где не получилось. Есть, у нас самая большая проблема, кстати говоря, я это и не скрываю, и говорю, мы ничего не ухудшили. Это тяжелая проблема, связанная с энергетикой. Во всем остальном, если так вот тщательно проанализировать, во многих отраслях есть существенные подвижки и есть просто подвижки. Как можно оценить работу руководителя? Или возьмем, например, наших глав районов. Разве незаметны изменения в городе Гагра? Вот я в понедельник 3 часа прошел пешком. Впервые на собственные деньги, существенные масштабные работы по ремонту общественных мест в Гагре. Это десятки, сотни миллионов рублей. Удалось приобрести единовременно 14 единиц коммунальной техники. Примерно то же самое в городе Сухум. Это за счет чего? Это за счет того, что руководители там на своих местах и дело знают. Хотел бы ваше внимание обратить на ситуацию в Очимчире. Кто там бывал, жил. Последний раз ремонт набережной в Очимчире осуществлялся в 1984 году. Еще тогда, когда Сергей Васильевич Багапш был первым секретарем райкома партии. 1 километр набережной уже сделали в Очимчире. В этом году сделают еще 2. Останется 1,5, и мы будем иметь набережную очень красивую в Очимчире 4,5 километров. С учетом того, что объект новый будет введен 1 июня, это будет город привлекательный для туристов. Это все труд наших руководителей на местах. Аслан Георгиевич, многие оппозиционные организации заявили о том, что они поддерживают героя Абхазии Вианора Ашпа в проведении акции протеста. А есть еще одна общественная организация, Абхазская национальная конференция. Вот вчера они заявили о том, что пропала вот связь между властью и общественностью. Намерены вы ли собраться вот вместе с представителями различных организаций, общественных партий, движений и обсудить сложившуюся ситуацию? Конечно, намерен. Мы постоянно этим занимаемся. Я хотел бы вам продемонстрировать несколько документов. Если вы имеете в виду общественные организации и движения оппозиционного толка, да, то мы пытаемся с ними выстроить диалог. Вот документ, который был направлен руководителям. Этот документ датирован 19 октября 2022 года. Уважаемые там руководители такой-то, просим вас принять участие. Мы организовываем комиссию по экономическим реформам. Вот всем я вам раздам, раздайте потом. Ну, как-то не получилось пригласить людей. А партии, которые поддерживают президента, часто мы с ними консультируемся. Повторно направили. Многие же оппозиционные деятели говорят о реформах. Ну, давайте поговорим. Не исключено, что будут предложения очень интересные и полезные с их стороны. Но для этого же надо встретиться. Вот, например, Абхазское народное движение, уважаемый там руководитель, в целях выработки предложений по определению приоритетных направлений экономической политики вообще,
устойчивого экономического развития планируется создание комиссии по экономическим реформам, по реформам, не экономическим, а по реформам, при президенте Республики Абхазия с привлечением представителей политических партий и общественных объединений. В связи с этим повторно просим вас представить кандидатуру от Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» для включения в состав комиссии. Это вот мы вчера направили, а первое письмо было 19-го. Мы вам можем. Поэтому диалог мы будем вести с теми, кто хочет с нами общаться. Мы никогда не претендовали на то, что мы знаем все. Если нам могут подсказать, когда критикуют, вот это плохо говорят, да? Если могут нам подсказать, а как хорошо, мы будем только за это признательны. Я с большим удовольствием приму такого рода подсказку. И мои соратники примут такого рода подсказку. Поэтому к диалогу мы готовы, мы будем вот сейчас опять приглашать. Но 9 хотим, да, пригласить очередной раз, 9 марта. Но вас тоже пригласим, посмотрите, если придут, то будем работать вместе. Тогда еще один вопрос, он касается вот недавно, может быть, он не напрямую вас касается законодательной ветви власти, но в силу того, что у вас есть опыт, серьезный опыт работы в органах безопасности, вот недавно парламент не принял одно изменение, не внес изменения в закон об органах безопасности, они касались как бы превентивных мер или предупреждения, там, совершения каких-то правонарушений. И это было воспринято, в принципе, это было позитивно воспринято обществом, вот неприятие этого закона, а сама попытка принять эти изменения, она была воспринята как вот попытка, может быть, немножко прикрутить свободу слова или там как-то ограничить свободу мысли. В общем, воспринималось как некий такой вот репрессивный документ. Вот что вы... Мадана, я думаю, что этот документ не носит в себе никаких репрессивных начал. Такое ощущение, что некоторые думают, что мы прочно закрепились у Христа за пазухой, и нам ничего не угрожает вообще. Это при том, что, скажем так, бомбы и снаряды падают уже на территории нашего стратегического союзника. Да, действующее руководство Грузии ситуацию под контролем держит. Но оппозиция к руководству Грузии планирует здесь ряд нехороших мероприятий. Что-то нам удалось пресечь. А что органы безопасности Абхазии – это инородный материал в нашей стране? Там у нас служат приглашенные манкурты или это граждане Абхазии? Слушайте, а что у нас прошел закон на этом этапе о противодействии организованной преступности? Там же речь не идет о закручивании гайки, о лишении людей свободно мыслить, свободно высказываться. Да. Он же тоже по каким-то причинам не прошел. Я думаю, что и один, и второй закон в парламенте, эти законы пройдут, потому что они будут регулировать определенные отношения. Я хочу, чтобы вы на этом акцентировали внимание. Безопасность – это наиважнейшее условие развития нашего государства. Мы должны обеспечить безопасность нашего государства. И превентивные меры там, в этом плане никогда лишними не могут быть. Поэтому я не знаю, кто там испытывал опасения и почему. Разве мы можем охарактеризовать систему власти Абхазии как репрессивную? Разве мы не сталкиваемся с тем, что люди сегодня говорят все, что угодно и где угодно, и безнаказанно оскорбляют кого угодно? Разве не в этом у нас проблема? А кто из тех, кто хотел высказаться, был лишен такого права? Когда такое было, подскажите мне. Ну где, каким образом? У нас статья, и мы финансируем независимые СМИ. Я не думаю, что такое правило где-то уже осталось в угрожаемый период. Точно в Европе этого уже нет, в России тоже. А мы финансируем, и они на своих каналах, на своих ресурсах высказываются очень нелицеприятно и несправедливо в отношении руководителей. Преимущественно говорят неправду, занимаются дискредитацией, расшатыванием. Вам про это неизвестно?
Выпивают, человеку наливают, там могут налить, и он выйдет на экран и говорит все, что попало. С него спроса нет, как с гуся вода. Кто-то пишет все, что попало, и говорит, что он психически больной, его нельзя трогать. Хотя он не больной психически. Разве проблема у нас не в этом? А мы как раз таки хотели, чтобы наш парламент, мы рассчитываем на это, принял закон по ужесточению мер ответственности за клевету. Это хорошо, когда клевещут? Это хорошо, когда говорят то, чего нет? Я думаю, что нет. Еще одна тема, Давайте, в которой да. очень много споров, Да. причем это вот апарт-отели, апартаменты, и очень многие пишут о том, что, ну, больше, конечно, оппозиционной политики, но и общественные деятели о том, что это может быть такая скрытая, завуалированная форма продажи недвижимости иностранным гражданам. Мы слышали ваше мнение, но, может быть, вот вы в Москве были, и после еще этот вопрос как бы дальше прорабатывается. Вот еще раз вы скажете свое отношение. Вы знаете, мое мнение вы Оппозиция. по этому поводу знаете. Существующее законодательство позволяет строить и продавать коммерческую недвижимость, что по сути являются апартаментами. Вот дом, который вот здесь вот построен, кусок набережной, там этот дом, этот построен, это коммерческая недвижимость, иностранные граждане имеют право ее приобретать. То есть такое явление у нас место имеет быть. И тут никто никакие законы не нарушает. Что же хотят сделать абхазские власти? Абхазские власти из этой истории хотят извлечь максимум выгод. Во-первых, чтобы где попало не строили. Во-вторых, чтобы денег поступало больше в бюджет. О чем идет речь, если говорить коротко? Речь идет о том, что если мы начнем в рамках закона регулировать данные правоотношения, у нас появятся дополнительные источники в бюджете. А именно, для апартаментов можно будет и нужно будет, на мой взгляд, повысить коэффициент земельного налога. Если максимальная ставка у нас 80, то мы предлагаем 100, да? Это первое. Ввести специальный налог для тех, кто этот апартамент приобрел. Я абсолютно убежден в том, что строительство апартаментов принесет колоссальную выгоду нашему населению. Это рабочие места, это платежи в бюджет. Расчеты я приводил, они известны. Это развитие восточных районов Абхазии. Это ускорение процесса газификации. Это ускорение процесса строительства аэропорта. Это ускорение процесса восстановления железной дороги, когда будет спрос на эти вещи, когда будут люди, которые приезжают, это гости, которые не имеют политических прав, гости, которые не имеют права прописаться, гости, которые имеют право находиться на территории Абхазии определенное количество дней, не более того. Но мы же не Красноярский край, не север Красноярского края, город Норильск. Там геологи обнаружили всевозможные залежи рудников, организовали завод Норильский никель комбинат. Там. Здесь у нас курортная зона. Мы можем обеспечить экономический рост за счет этой отрасли. Мы же хотим развивать свой язык, свою культуру. Мы хотим быть здоровой нацией. Мы хотим, чтобы у нас были спортзалы, школы. Мы хотим, чтобы наши образовательные учреждения были высококвалифицированными. Это все стоит денег. Где вы предлагаете эти деньги взять? В каком месте? Где они лежат? Или те, кто критикуют данный подход, пусть подскажут, в каком месте лежат деньги для развития языка, культуры, истории, для обеспечения безопасности, для полноформатного, полноценного функционирования государственных институтов, для высоких и больших пенсий. Где эти источники финансирования взять? Поэтому данный закон позволит осуществить серьезный рывок в экономике в целом. Строительная отрасль, она, как правило, сопряжена с 10-15 другими отраслями. К этому же вопросу можно ли сказать, что закон об апарт-отелях не имеет ничего общего с продажей недвижимости иностранным гражданам? Вы знаете, это коммерческая недвижимость. Тут же
как сформулировать, это коммерческая недвижимость. Коммерческая недвижимость сегодня продается иностранцам без ограничений. Это коммерческая недвижимость, там нельзя прописываться, там нельзя постоянно жить. Там один из плюсов состоит в том, что один номер, два, три номера могут купить наши граждане, быть совладельцами этого комплекса, сдавать его в аренду, зарабатывать на этом. Это сейчас, вот если обратить внимание на Красную Поляну, большое количество апартаментов на Красной Поляне, потом стали спускаться. Вот это все работает, функционирует, все это сдается, дополнительные налоги, дополнительный поток людей, и хозяин проедет раза два. И вот эти вот специальный налог будет вынуждать его отдавать помещение управляющей компании с тем, чтобы это все сдавалось, оборачиваемость. Это поток людей, это деньги. Я об этом говорю не потому, что я люблю деньги. Как-то без этого невозможно жить. Нам в стране нужны деньги, в стране нужны финансы. И это один из источников обеспечения должным уровнем финансирования всех наших задач, которые мы перед собой ставим. Ну, мы действительно, по-моему, охватили весь круг вопросов, ну, основных. Но еще один вопрос есть, который волнует вот общество, определенную часть, определенную группу. 3 года назад у нас тут кипели страсти по принятию этого закона о декларировании доходов и расходов госчиновников и депутатов. Закон был принят, стали сдаваться декларации, но сейчас говорят о том, что вот, не публикуются имена чиновников, не сдавших эти декларации, не говоря уже там о снятии с работы тех, кто и так далее. Что вы думаете вот по этому поводу? Я был один из тех, кто был за принятие данного закона. В редакции этого закона, на мой взгляд, есть невыполнимые условия пока еще. Это мое глубокое убеждение. А что касается чиновников, которые не сдали декларации, что у нас, Денис Хуторович, есть такая картина? Прошедший период выявил ряд вопросов, которые возникают ввиду несовершенства самого закона. И напомню, проинформирую всех коллег, вами было дано поручение правительству в ближайшие сроки представить законопроект о внесении изменений в действующий закон, который позволит улучшить его работу и повысить эффективность. По нашей информации, уже такой законопроект разрабатывается, и мы в ближайшее время ожидаем его в администрации президента. Все, спасибо. Я не знал о том, что вы зададите такой вопрос. Тем не менее, я подготовил свою собственную декларацию с 2014 года. Это прямо с материалов представлены сведения о доходах и имуществе, принадлежащих кандидатам в президенты и вице-президенты, а также членам их семей. Так, согласно представленным документам, у 7 кандидатов в президенты Аслана Бжаня в декларации отмечены 3 квартиры в Москве общей площадью около 200 квадратных метров, квартира в Сочи, 2 квартиры в Сухуми и 4 земельных участка, в том числе в поселке Красная Поляна города Сочи, площадью, там неправильно, чуть больше квадратных метров, и в Истринском районе Московской области площадью 2600 квадратных метров. Кроме того, в пользовании Аслана Бжаня около 6 гектаров земельного участка в Сухуми. Имеются 3 частных автомобиля, а члены семьи Бжаня являются владельцами ценных бумаг Югинвестбанка с уставным капиталом 1 миллион рублей. Зарплата Аслана Бжаня на посту председателя СКБ, где он работает с февраля 2010 года, составляет 23 800 рублей. Значит, из этого части у меня уже нет, к сожалению. Пришлось продать, избавиться. А кое-что из того, что здесь осталось. Я каждый год заполняю декларацию. Готов вам ее представить. Наверное, следующий вопрос по гостинице, наверное, да, которую я строю 17 лет. 1 сентября этого года будет ровно 17 лет, с 2007. 16 лет, как я строю эту гостиницу. Я решил все-таки в рамках 16 лет уместиться. У меня объект был готов на 95%. Есть фотографии. В 2014 году его обстреляли. Есть заявление в милицию. Там видно, что у меня отделка уже даже есть. И я в этом году надеюсь его запустить. Гостиница небольшая. Там всего 24 номера.
Но вот затянулась эта история, потому что с 2014 года я ею не занимался вообще. Но при этом земельные налоги, все налоги плачу исправно. Вот что все-таки можно сделать для того, чтобы у нас не такая большая квартплата, честно говоря, в тех квартирах, которые не находятся в личной собственности? Не платят за квартплату, за воду, вот за свет. Что реально можно и нужно делать, чтобы все-таки люди хоть как-то стали платить? Манана, большое вам спасибо за такой вопрос. Вы человек, у вас аккуратно очень плачу высокий за всё. уровень гражданской ответственности. Что надо сделать, чтобы не платили? О том, что нужно платить, знают все. Неоднократно им говорили, платите, не платят. Необходимы механизмы реагирования. Самый лучший механизм – лишить его данной услуги. Для этого нужны счетчики, которые дистанционно отключаются. Не заплатил, не получил услугу. Мы пользуемся телефоном, мы можем пользоваться не заплатив? Не можем. Мы можем, не заплатив, заправить бензин, который сегодня у нас стоит, сколько стоит? 38 рублей 90 копеек, а в Сочи стоит на 10 рублей дороже. Такой факт тоже имеет место быть, да? Я же ничего не перепутал? Да, правильно. Да. Но факт же, да? Факт. Надо платить, надо заставить платить. Вот поэтому мы и хотим вот эти счетчики с дистанционным управлением. То же самое можно сделать по воде, по другим коммунальным услугам, которые оказывают. То же самое надо делать. Эта культура прорвется быстро потом. По-другому не получается. Или вывешивать, ну это устарело, там имена, фамилии в подъездах, он не заплатил, он так, ну это нехорошо, наверное, так думаю. Не менее затратно, а эффект будет нулевой. Все дело в том, что 99%, которые выступают в качестве владельцев майнинг-ферм, таковыми не являются. Есть у нас оперативные, неопровержимые доказательства, кто причастен, но они носят оперативный характер, мы это не можем придать гласности. И вот там какой-то сторож, вот недавно изъяли, там, у него на один аппарат денег нет. Ну вот это мое, я вот здесь вот кредит мне дали, я с ними не расплатился, сказку рассказываю, и везде такая картина. Очень часто говорим про энергокризис. Какие сейчас вот есть пути выхода, ну как вам это видится? И второй вопрос, вот жилищный вопрос. Недавно вот граждане собирались в новом районе, они хотели заселиться в один из домов. Как решается этот вопрос тоже? Ну, я же говорил о том, что у нас есть жилищная программа, она носит ограниченный характер. Объем этой программы в этом году 60 миллионов рублей. Так, да, Денисок Эдуардович? Сколько человек получили жилье в рамках реализации этой программы? 100? Более 150 человек. Но очередников значительно больше. Вот если мы каких-то экстраординарных мер не предпримем по развитию нашей экономики, то примерно так все и будет происходить. Ну да, 150 человек приобрели с нашей помощью жилье. Это, конечно же, хорошо. В 150 семьях воцарился мир. Но еще тысячи людей, которые не имеют. Поэтому я увязываю решение данной проблемы с правовым регулированием апарт-отелей. Вот этот специальный налог, который мы рассчитываем, что будет 1500 рублей с каждого квадратного метра в год, если там, в рамках утвержденной программы это будет, то это существенные деньги. Существенные деньги, которые, это не произойдет за один год. На строительство апарт-отелей, да, уйдет нам 4-5 лет. В рамках строительства будут налоги, а в рамках эксплуатации будет специальный налог целевой на приобретение жилья тем, кто нуждается. И эту проблему решить в течение 10 лет. Мы за 10 лет можем выйти на тот уровень, когда у нас не будет очередников. Более того, молодые семьи будут получать квартиры с учетом количества родившихся, с учетом данных ЗАГСа по семьям, мы на это можем выйти. Для этого, знаете, мы вот говорим, много документов, вы можете с ними ознакомиться. У вас не должно сложиться такое впечатление, что инвестор бегает с деньгами вокруг Абхазии. Это не так. Поэтому надо и условия создавать, и безопасность должна быть на высоком уровне, и правила должны быть понятны. Но без этого нам не обойтись. Без этого существенного рывка не будет. По энергетике я говорил, есть дорожная карта, в соответствии с которой мы должны установить приборы учета потребления электроэнергии.
Это и экономия, и серьезные деньги для того, чтобы их инвестировать в энергетику. Надо ремонтировать подстанции, надо ремонтировать магистральные сети, надо ремонтировать распределительные сети. Они находятся в аварийном состоянии, в ветхом состоянии. У нас есть льготники, там тарифы разные. Слушайте, вот я вот думаю иногда над этим, сейчас бы как правильно высказаться, но если у нас 80% будут платить, а 20% не будут платить вообще, это нормально будет. Сейчас платят 39-38, остальные 60 с чем-то не платят. А возможность новых генераций, создания новых? Пожалуйста, инвестиции для этого нужны. Кипр активно пользуется солнечными батареями в силу того, что у него дефицит гидроресурсов и прочее, питьевой воды. У нас ведь в Западной Абхазии создается действительно огромное количество объектов размещения, причем очень приличных. Анна, я вас перебью, моя дорогая, не огромное количество. Это не огромное, это вам так кажется, что огромное количество. У нас, что значит огромное количество? Если, давайте, какой пример привести? 8700 квадратных километров в Абхазии, 2600 квадратных километров в Сочи. Но если в Сочи сегодня единовременно может принять 180 тысяч туристов, койко-мест, а мы можем там 39, что у нас это огромное, что ли? Хотя мы в 3 раза больше. Вот это огромные деньги, огромное. Это очень плохо ложится на уши людей. Вот когда мы говорим о том, что в течение 2 лет у нас сверхплановые доходы, там 3 миллиарда рублей в общей сложности за 2 года, 5 было там в 2020, 2019, сейчас 8, собственно, доходная часть. А куда вы дели эти деньги? 3 миллиарда звучит как? Что такое 3 миллиарда для нашей страны? Когда их нет, совсем плохо. Когда есть, это мизер. Даже такие успешные республики, как Татарстан, Башкортостан, вопрос номер 1 – привлечение инвестиций в экономику. Они привлекли по итогам прошлого года, вот наши ребята ездили на учебу, почти 600 миллиардов рублей иностранных инвестиций. Не из субъекта федерации, потому что это работает на экономику, это работает на людей. Кстати говоря, об этом мы тоже думаем. Вот один из инвесторов, он крупнейший игрок на российском рынке по выпуску вот этой солнечных батарей, у него предприятие есть. Но этим никто у нас не занимался фундаментально. Мы же как источник альтернативный говорим о газе, не столько о газе, сколько газ для выработки электроэнергии. Вот один из источников. И солнечные батареи тоже. Сарасquana гарала хтолач даша проблемак хнапшны офи скуяна года демография цара яхи халам чужицит яцы биркчер хайлак и реманайла тара иха ялка то демография цара штырхит яшен гиштрхит скуяна гуит ягяла чужит бас та цара ялам ло штраф рукцера гигана хала шо правительство шайшары что свой нас шарах что заракхаб упринич идана япцо демография репатриации министр япцо ахшера сяштво бреусура ярбна программа ко иха демография что хархарта кусишбу демография что программа ко حساقرا خاطر سرا ويات سنازغو программа адзем и хауэху. Но так не получится. Мы не можем людей заставить. Это нарушение фундаментальных прав. Человек хочет создавать семью, он создает, не хочет. Другое дело создать предпосылки. Многие не создают семьи, потому что не имеют работы нет, да? Не на что содержать. Сегодня все-таки стандарты потребительского общества, они и на нас наложились 30-40 лет тому назад. Имеешь один костюм, 2 пары обуви, этого было достаточно. Поэтому в некотором случае это упирается в данный вопрос, в отсутствие работы. В некотором случае это упирается в отсутствие жилья, такие проблемы. Но это еще не все, это еще и другие. Поэтому тут надо развивать, создавать условия, предпосылки, обеспечивать людей работой, жильем,
тогда, может быть, ситуация поменяется. По-другому это не работает. أكتن خامك خوجك حياة تشافير استخن أحند كار قن بين سيخنز أل شوال أكتن خامي تخر عرات أمينيستر كان خالد تخر عرو بنس خطو سازرتوا يوم قيالا جو يوم أخ زاس زار بس بشيو بحند كار أيوة زار قن زيناغن أفيرما دو كرار در نس عرخ رخرات زخش خرزو خرزوس يرالت حرح جرمجج يتشرح كار بيبشم زاركي حوانرتي حقار بيبشابخ يزغواتن يقوم انفستر تقلار حراده كتن خامس سارچه حرا يشكسا يهيكشكسا يهيبشكسا مليون كزاح زو حاجتي يهيكشكسا زي احتيت يهيكبا аусор тепка вынес животноводство, растениеводство, разведение рыбы, птицеводство. На 80 рабочих мест мы создали в 2022 году, тоже 200 миллионов. Если так это можно назвать, фермы, частные, крупные. Самые крупные это частные. У Вити, Тванба. В Кулиевском районе человек 10 имеют, они развивают фермерское хозяйство. И даже в этой отрасли, на мой взгляд, государство должно определить правила. По возможности мы помогаем, наши возможности носят ограниченный характер. В эту отрасль надо тоже приглашать инвесторов. У нас есть хороший пример в Гальском районе. Восстанавливают цитрусовый совхоз. Там было 300 гектаров, работали в последнее время на 40 гектарах. Все было заросшее. Сейчас идут восстановительные работы. Заказан посадочный материал, и потихонечку все 300 гектаров будут восстановлены. Эта продукция, она у нас пользуется повышенным спросом в Российской Федерации. В Гальском районе впервые мы получили товарную продукцию икры, частный бизнес на водохранилище. Тонну или 2 тонны они экспортировали. Красная икра, качественная, ребята абхазцы и осетины. В Гальском районе заложена новая культура для нас, сельхозкультура голубика. 30 гектаров, отведено более 100, 30 уже освоено. Мы в этом году оказали такую небольшую, но посильную поддержку жителям села Дзюбжа в плане выращивания клубники. Точечные проекты, но туда надо приглашать инвесторов. Сельское хозяйство мы развивать будем. Привлекать в сельское хозяйство инвестиции обязательно будем. У нас есть для этого земли, у нас есть люди, которые готовы работать. Это принципиальная задача, потому что сохранение села – это сохранение наших обычаев, наших адатов, нашей культуры, нашего языка. Я вам признателен за сегодняшнюю встречу, за ваши вопросы. Буду признателен за острые вопросы. Мы с вами, надеюсь, развеем все неправильные слухи и кривотолки, которые имеют место быть. Я для вас открыт, это моя позиция принципиальная. Благодарю за совместную работу.